Здравствуйте, уважаемые посетители! Сегодня, 9 декабря, отмечается ежегодная памятная дата – День Героев Отечества. У этого праздника давняя история. Он появился в 1769 году, когда императрица Екатерина II учредила высшую военную награду Российской империи – Императорский военный орден в честь святого великомученика и победоносца Георгия. Данная награда предназначалась для воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу, смелость, а также за выслугу. Но в советский период истории эта дата, как и орден, были незаслуженно забыты. Только в 2000 году статус высшей военной награды был возвращен ордену, а в 2007 году был возрожден и праздник. Но он несколько изменился. Теперь в День Героев Отечества мы чествуем не только кавалеров ордена Святого Георгия, но и героев Советского Союза, героев Российской Федерации и кавалеров Ордена Славы. К памятной дате мы подготовили мультимедийную выставку, посвященную полным георгиевским кавалерам Мордовского края, которые были награждены солдатским георгиевским крестом всех 4 степеней. В отличие от ордена Святого Георгия, солдатским георгиевским крестом награждались именно нижние чины, и для простых солдат это была самая высшая и почетная награда. В настоящее время в Мордовии насчитывается 37 полных георгиевских кавалеров, удостоенных данной награды в годы русско-японской войны и Первой мировой войны. К сожалению, сохранилось очень мало сведений об уроженцах Мордовского края, которые за боевые заслуги были удостоены солдатским георгиевским крестом всех 4 степеней. Поэтому на выставке представлены фотографии лишь некоторых из них. На первом фото вы можете увидеть Иллариона Леонтьевича Арапова. Он родился в 1882 году в селе Шугурово, ныне Большеберезняковского района. По национальности мордвин Эрзя. Образование Илларион получил в церковно-приходской школе. Согласно воспоминаниям родственников, он служил в лейб-гвардейском Уланском полку, окончил школу прапорщиков и находился в офицерском чине. Был участником Балканских войн, Первой мировой войны. А последним местом жительства Иллариона Леонтьевича была Украина. После 1917 года о его жизни ничего не известно. На следующем слайде представлено фото Харитона Макаровича Бобылева. Он родился в селе Русское Вичкенино, ныне это современный Ковылкинский район. В годы Первой мировой войны он служил в 589-й пешей кубанской дружине. В начале 1916 года находился в звании фельдфебеля. Сохранились описания подвигов, благодаря которым Харитон Макарович Бобылев стал полным георгиевским кавалером. Так, например, Георгиевский крест 2 степени он получил за то, что в бою 2 января 1916 года, когда был убит командир 1-й роты, принял командование ротой за выбытием из строя всех офицеров и, несмотря на сильнейший артиллерийский и ружейный огонь противника, умелым маневрированием подвел роту на самое близкое расстояние к противнику. Открыв огонь с этой позиции, он тем самым обеспечил весь наш левый фланг и дал ему возможность пройти в решительное наступление. Выполнив эту задачу, он сам перешел в наступление, сбил противника из сильно укрепленной позиции, занял и удержал ее за собой. На следующем слайде вы можете увидеть фотографию Василия Андреевича Ганюшкина. Он родился в селе Тенгушево в 1884 году. В годы Первой мировой войны служил в 9-м сибирском стрелковом полку и к началу 1917 года находился в звании фельдфебеля. Согласно выписке из наградных документов, Георгиевский крест 3-й степени Василий Андреевич Ганюшкин получил за отличие в бою в ночь на 30 апреля 1915 года на позиции у деревни Воля-Шедловская, когда вызвался охотником выбить противника из занимаемой им воронки от взорванной минной галереи, выполнив это с полным успехом, чем и способствовал уничтожению минных работ противника. Георгиевским крестом 1-й степени он был удостоен зимой 1917 года. За отличие в бою 13 января 1917 года, награжден на основании пункта 11 статья 67 Георгиевского статута.
Следующий слайд посвящен Федору Ивановичу Лебедеву. Он родился в селе Новая Карьга, ныне это современный Краснослободский район, в 1885 году. В 1906 году он был призван на военную службу на Дальний Восток. В мае 1912 года продолжил военную службу в 148-м пехотном Каспийском полку. В годы Первой мировой войны Федор Иванович Лебедев стал полным георгиевским кавалером. Был разведчиком, что подтверждают записи в послужном списке. Так, приказом по 2-му Каспийскому полку от 5 апреля 1915 года он был награжден Георгиевским крестом первой степени за то, что в ночь на 30 марта 1915 года, вызвавшись охотником, произвел разведку и доставил важные сведения. Летом 1916 года Федор Иванович был произведен в поручике. Кроме 4 солдатских георгиевских крестов, Лебедев был награжден такими наградами, как орден Святого Владимира 4 степени с мечами и бантом в 1916 году, орден Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость» в 1916 году, орденом Святого Станислава 3 степени с мечами и бантом в 1917 году. На следующем слайде представлено фото Макарова Георгия Степановича. Он родился в 1890 году в селе Монастырское, ныне это городской округ Саранск. В годы Первой мировой войны служил в 25-м Сибирском стрелковом полку. Летом 1916 года был произведен в прапорщике. Согласно наградным документам, Георгиевский крест 2 степени Георгий Степанович получил за то, что в бою 11 февраля 1915 года у местечка Штабино, находясь с взводом 40 человек на передовом пункте, несмотря на сильный артиллерийский и ружейный огонь противника, своим упорством, мужеством и метким ружейным огнем расстроил и обратил в бегство неприятельскую роту во главе с офицером и этим самым парализовал обходное движение противника 1-го батальона. Полным георгиевским кавалером является и Митякин Матвей Филиппович, уроженец села Новые Трудаки, ныне Качкуровского района. В годы Первой мировой войны он был удостоен солдатским георгиевским крестом всех 4 степеней, а также выслужился до офицерского звания подпоручика. У писателя Михаила Ивановича Брыжинского сохранились очень интересные воспоминания о Матвее Митякине. Матвей Митякин был удальцом, каких еще поискать. И в юности сорванец был изрядный, да и потом характер не изменился. Ростом не очень высокий, но зато, а может как раз и поэтому, верткий, как вспоминают, был точно бес. Упадет в воду, не успеет промокнуть, сухим выскочит. Через человека пройдет, дырку не оставит. Свою лошадь, сороку, научил искать хозяина по собачьи. Спрячется где-нибудь за кустиками или в ложбине, чтобы не видно было. И та, обнюхивая следы, неспешно передвигаясь, находила хозяина. Притворялся полумертвым, вытянется на земле недвижимо. Лошадь губами потрогает его. Нет, не встает хозяин. Тогда сама опускается на колени и осторожно ложится рядом. Не встает до тех пор, пока хозяин не взберется и не уляжется поперек седла, точно раненый или вконец обессилевший. Лошадь так и доставит его к своим. Следующий слайд рассказывает об уроженце села Лада, ныне Чалковский район, Монахове Алексее Емельяновиче. Служил в 24-м Кавказском стрелковом полку. В 1916 году находился в звании фельдфебеля. Согласно выписке из наградных документов, Алексей Емельянович был удостоен Георгиевским крестом 2 степени за то, что в бою 26 июня 1916 года примером личной храбрости ободрял роту, с взводом своим пошел в атаку и тем отразил обход с фланга. Георгиевский крест 1 степени он получил за то, что в бою 16 августа 1916 года, будучи на передовом пункте с взводом, отбил противника не менее роты. На следующем фото вы можете увидеть Алексея Матвеевича Начинкина, уроженца города Троицк. Он родился в 1892 году. В годы Первой мировой войны служил во 2-м Туркестанском стрелковом полку. В 1916 году находился в звании фельдфебеля. Согласно выписке из наградного приказа, Алексей Матвеевич Начинкин был награжден Георгиевским крестом 1 степени за выдающиеся подвиги в мужество в бою 22 июня 1916 года у деревни Разничи.
Сохранились также очень интересные воспоминания Андриана Алексеевича Начинкина. Это был сын георгиевского кавалера Начинкина. Воспоминания о том, как его отец заслужил свой первый георгиевский крест. Получив в сентябре 1914 года приказ выбить германцев из посольского местечка Порозово, пехотная рота перевалила через насыпь железной дороги и, не успев пробежать сотни шагов, попала под пулеметный огонь. Человек 5 скосило в одну секунду. Поручик, который ротой командовал, солдат на убой гнать не стал, дал приказ на отход. Да и немец за пулеметом, видать, не злой попался. Как увидел, что русские отползать начали, стрелять прекратил. Осмелели, пошли в полный рост. Позади всех, волоча винтовку прикладом по траве, отступал и ефрейтор Алексей Начинкин. Вот и рельсы, а правее виадук высокий. И тут холодок по спине пробежал. Да ведь если немцы на этом виадуке пулемет поставят, то они в следующий раз нас и к насыпи не подпустят, как косой срежут. Залег, подполз поближе к виадуку. И точно, как в воду глядел. Бегут в ту сторону 4 германца. Пулемет на станке тащат. 2 спереди, 2 сзади. Подпустил их Алексей шагов на 10. И как в тире, по мишени. Он ведь еще до войны в полку за меткую стрельбу серебряные часы Павел Буре получил. Свалил одной пулей сразу 2. 2 других, как это увидели, сразу же руки вверх подняли. И без напоминаний пошли сдаваться в плен. Но вставший из-за насыпи русский взял их на мушку и кивнул в сторону брошенного пулемета. Поняли. Когда ефрейтор Начинкин привел 2 пленных с кряхтением тащивших тяжелый пулемет, командир батальона как раз ротного поручика разносил со всеми приличествующими выражениями. Штабс-капитан поначалу остолбенел, а потом к телефону кинулся и давай ручку крутить, в штаб полка докладывать. О неудачной атаке, само собой, ни слова. Все про пленных, про трофей. Полковник лично на коне прискакал, и Алексей даже обнял от избытка чувств. Молодец, герой. Потом приказал построить батальон в каре, приколол на грудь ефрейтору серебряный георгиевский крест 4 степени и речь произнес. Мол, война только началась, а в полку уже георгиевский кавалер есть. Завершающий слайд выставки посвящен Сергею Леонтьевичу Потешкину, уроженцу деревни Урусово, ныне Ордатовский район. Сергей Леонтьевич родился в 1892 году. В годы Первой мировой войны служил в 40-м пехотном Колыванском полку. Судьба Сергея Леонтьевича Потешкина сложилась трагично. Став полным георгиевским кавалером в годы Первой мировой войны, он погиб во время гражданской войны в ноябре 1920 года. Однако его сын, Потешкин Иван Сергеевич, стал достойным продолжением своего отца и в годы Великой Отечественной войны стал полным кавалером Ордена Славы. И на слайде представлен фрагмент мемориала, посвященного Великой Отечественной войне, который находится в городе Ордатове. Он увековечивает память 2 героев – Сергея Леонтьевича Потешкина и его сына Ивана Сергеевича. Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени Ивана Дмитриевича Воронина ведет активную собирательскую работу об уроженцах и жителях Мордовии, которые стали полными георгиевскими кавалерами. И мы будем рады передать на постоянное хранение материалам, которые рассказывают об этих людях. Тем самым вы увековечите память о них. Спасибо за внимание и до новых встреч!